Включил и поехал, да? Какой твой самый большой страх? Мой самый большой страх? Я очень боюсь быть частью этой серой массы. Изо дня в день спускать свою жизнь, быть рабом своих желаний, слепым и глухим. Добро пожаловать на мой канал. Это день, к которому я давно готовился. И я очень рад сообщить вам две прекрасные новости. Первое, это я получил права на мотоцикл. Неполноценные, но для начала сойдут. Вот они. Во Франции, кроме категории А и А2, существует еще категория прав А1, которую я, собственно, и получил. Это права, которые позволяют управлять мотоциклами объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров. Вот, например, некоторые модели, популярные в Европе, с мотором 125 кубов. Получить категорию А1 намного проще, когда у вас есть права категории Б, которым минимум 2 года. Тогда вам нужно просто пройти теоретическое и практическое обучение, где вам расскажут основы управления мотоциклом и другие аспекты безопасности на дороге. После подготовки вы должны успешно пройти практику на специальной трассе и на открытой дороге. Но все выделено 7 часов. Все очень просто. Но не для всех. Может, немного наберусь опыта и через полгода или год сдам на полноценную категорию А. Иншаллах. Ну а пока довольствуюсь тем, что есть. Альхамдулилля. Я отправляюсь покупать мотоцикл. Мы отправляемся покупать мотоцикл. Прямо сейчас моя мечта становится реальностью, друзья. И я призываю вас подписаться на канал, чтобы не пропустить будущие серии. Может быть, этот мотоцикл приведет меня к ощущению свободы, по которой я давно соскучился. В этой погоне за мирским и городской суете. Мы находимся в Ницце, и мотоцикл нашел здесь же. Сейчас мы с Хусейном едем смотреть этот мотоцикл. Короче, смотрите до конца. Я надеюсь, вам понравится, иншаллах. Что скажешь, Хусейн? Иншаллах. 21 тысячи пробег. Все, мотоцикл мой теперь. Ну что же, друзья мои, купил я наконец-то мотик, и сейчас буду его пробовать. Я немного волнуюсь, можно сказать, впервые на мотоцикле, не считая обучения. Мне сейчас просто нужно практиковаться осторожно, пока не привыкну. Так как я путаюсь с тормозами в экстренной ситуации, не знаю, как поведу себя. Поэтому пока буду держать дистанцию от машин. Как-то вот так. Поехали. طوبى لما لبى يهوى حق الحقيا تبني صرحا يمنى نردي بغي عيا طوبى لما لبى يهوى حق. У меня нет опыта в управлении мотоциклами, но мне кажется, у этого мотоцикла очень комфортная посадка. Я думаю, для дальняка сойдет. Да, может, рано говорить об этом, но в первые впечатления, я думаю, тоже имеют значение немалые. Вот так.
Ничего себе, неужели это я? Да я как будто бы всю жизнь катался на мотоцикле, а? Вам так не кажется, друзья? Я вот реально сам удивлен, откуда у меня вот, может, от велосипеда вот то, что между рядами получается так хорошо ездить. Еду делать обзор. Сейчас найдем красивое место, и я расскажу вам немного про этот мотоцикл. Мини-обзор, так сказать. Итак, как многие уже поняли, это KTM Duke 125. Первая модель этой серии была выпущена в 2011 году. Самый мелкий мотоцикл в линейке Duke. Это уже более новая версия, которая была выпущена в 2018 году. Он хоть и предназначен для начинающих мотоциклистов, но сделан как большие мотоциклы. Масса где-то 139 кг. Оснащен одноцилиндровым 4-тактным 125-кубовым мотором с электронной системой впрыска топлива. Мощность 15 лошадиных сил, 11 кВт. Для этого мотора установлено жидкостное охлаждение. Коробка передач 6-ступенчатая. Максимальная скорость где-то 110 км в час. Расход топлива заявлено 2,5 литра. Но у меня там на панели показывает 2,8. Рама трубчатая, стальная, решетчатая, с эпоксидным покрытием. Это круто, друзья. Амортизаторы, качественная вилка, перевертыш, VP Apex. Задний амортизатор тоже VP Apex, моношок. Регулируется, что позволяет всегда иметь хорошо сбалансированную подвеску. Независимо от того, едете вы один с пассажиром, багажом, по дороге или по тропе. Как заявлено, возможно все эти варианты. Друзья, я все это не проверял. Мотоцикл, можно сказать, только что куплен. Эту информацию нам представила сама компания KTM на своем сайте. И это значит, что нам предстоит все это дело проверить. Так что подписывайтесь и следите за каналом. Ну а мы идем дальше. Диски легкосплавные, гоночные, диаметром 17 дюймов, которые оснащены шинами шириной 110 мм спереди и 150 мм сзади. Тормоза высокотехнологичные от Bebe, да, возможно, неправильно произношу, с двухканальным ABS от Bosch. Тормозные диски 320 мм спереди с 4-поршневым суппортом, 230 мм сзади. Однопоршневой суппорт. Тормоза Bebe это под бренд Brembo, насколько я знаю, так что тормоза отличные. Впрочем, как и все остальное на этом мотоцикле. Панель приборов многофункциональная, которая показывает даже расход топлива и запас хода. Также вы можете настроить под себя то, что вы хотите видеть на ней. Я еще не разобрался, так как мотоцикл только купил, но панель приятно удивила. Футуристический дизайн. Не всем, но многим нравится. Вот такие вот дела творит KTM. Ну а мы заканчиваем обзор. Да, обзор такой поверхностный, но надеюсь, было полезно. И понравился, и вам понравился такой формат. До следующего.